Эта зима обещает быть светлой и яркой. Новые светодиодные лампы осветили улицы Владикавказа. Количество светильников увеличилось на 30%. Освещенность магистралей и жилых кварталов проверил Сергей Дзантьев. Кроме вот этих ламп, которые сейчас плановый ремонт, практически все освещается. Можно говорить уже практически о почти 100% освещенности в городе. У нас по программе 16-17 год мы снимаем все вопросы, связанные с освещенностью улиц. В позапрошлом году, я помню, мы сделали около 12 улиц, а оплату производили в том же объеме, как было в 2012 году. То есть энергосбережение было налицо. Лампы старого образца заменяют на более экономичные, соответствующие современному дизайну. Работу новых фонарей регулирует автоматизированная программа «Гелиос». Она учитывает расход электроэнергии на улицах. 2200 светодиодных ламп появились в городе. В ранее мало освещенных районах заметно снизились правонарушения. Помимо центральных улиц города осветили район Южный и Корца. Мы сегодня вместе с вами были на Манежной площади. Вот одно из тех мест, на которые постоянно поступали жалобы от жителей. Вот это Манежная площадь. Вы сегодня видели большое количество световых приборов поставили, значит, ситуация нормализовалась, жалобы оттуда прекратились. Администрация следит за просьбами жителей. Красочный и освещенный город оценили в каждом районе. Темных мест становится все меньше. Новые лампы планируют установить по дороге в поселок Заводской. Программа модернизации сетей уличного освещения планируется с 2015 по 2017 год. Из федерального бюджета на ее реализацию будет выделено 60 миллионов рублей. Наталья Алексеева, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.